О крупнейшем инфраструктурном проекте говорили на неделе глава Коми и руководитель холдинга «Руститан». Проект предусматривает создание горно-промышленного кластера на базе пижемского месторождения титана, а также строительство железнодорожной магистрали до морского порта Индиго. Когда начнут реализацию задуманного и как проект отразится на Коми, расскажет Ксения Лосева. Вот она, земля, под которой располагаются залежи миллиардов тонн запасов титановых руд и стекольных песчаников. Пижемское месторождение без преувеличения называют одним из крупнейших не только в России, но и во всем мире. Впрочем, лучше любых описаний скажут цифры. По недавним подсчетам Государственной комиссии, запасы титановых руд на территории превышают 300 миллионов тонн, а стекольных песчаников – 350 миллионов тонн. Оцененные прогнозы и вовсе пересекают отметку в миллиард тонн титановых руд. При правильном подходе такого богатства может хватить, причем всем, аж на несколько столетий вперед. Помимо титановых руд и кварцевых песков, на территории пижемского месторождения есть также и редкоземельные металлы. Еще в конце 90-х здесь было добыто несколько килограммов золота и более 300 алмазов ювелирного качества. Они даже были использованы для изготовления специального герба республики к 80-летию региона. Сейчас он хранится в Национальном музее Коми. Впрочем, одно дело иметь многомиллиардные запасы под землей и совсем другое – наладить их добычу на поверхности. С первых находок в бассейне рек Печорская Пижма и Умба тематическими отрядами Ухтинской геолого-разведочной экспедиции и Коми-филиала Академии наук прошло 60 лет. И вот недавно история вышла на новый виток. Месторождением заинтересовался Руститан. Компания сначала проводила геолого-разведочные работы и технологические исследования, а в сентябре 2020-го подписала соглашение о сотрудничестве с правительством республики. Проект освоения пижемского месторождения включили в стратегию развития арктической зоны РФ, которую утвердил президент России. Проводим очень большую масштабную работу для того, чтобы теперь практически выйти на решение этих вопросов. Сроки у нас очень сжатые до мая этого года. Дальше планируется где-то, наверное, может быть, июнь, максимум июль специальное совещание у президента, где будут утверждены те параметры, которые будут подготовлены в рамках реализации этого поручения. Естественно, мы должны наращивать все эти усилия. Масштабный проект предполагает строительство первого в России производства высокосортных титановых концентратов, а также игольчатого волластонита для производства экологически чистой продукции. Все это будет востребовано в авиационной, космической, судостроительной, автомобилестроительной, нефтегазовой, лакокрасочной и химической отраслях. Кроме того, дополнительная продукция производства, редкоземельные концентраты, будет иметь самостоятельное значение для предприятий оборонной промышленности, в частности, госкорпорации «Росатом». Мы проводили химические исследования, и у наших концентрата имеют содержание диоксида титана в рутиловом концентрате 95%, кремневки 1,5–2%. Это самые высококачественные титановые концентраты для промышленности. В мире таких концентратов нет нигде. Вот мы сегодня вам это официально хотели сказать о том, что именно пижемское месторождение является уникальным. Во-первых, оно самое крупное по запасам и ресурсам титанового кварцевого сырья в России и в мире. И то, что качественные концентраты титановые по своему качеству превосходят любые аналогичные аналоги во всем мире. Поможет в реализации проекта строительство железной дороги от Сосногорска до морского порта Индиго. Эта магистраль, часть которой будет проходить по территории нашей республики, станет ключевым инфраструктурным проектом в арктической зоне России и позволит доставлять к морю и, значит, к судам, идущим по Северному морскому пути, грузы из Новосибирской области, Кузбасса и Казахстана. Подготовка к строительству самого порта запланирована уже на 2023. Предполагается, что грузооборот через него в конечном счете будет достигать 80 миллионов тонн в год. Мы получаем большой хаб для перевалки 80 миллионов тонн груза. Для сравнения, чтобы вы понимали масштаб. Суэцкий канал, 2020 год. Это 33 миллиона грузов. Это 19 тысяч судов. Панамский канал. Приблизительно 27-28. Я говорю статистику по 2020 году. Это приблизительно 16 тысяч судов. Получая такой инструмент, вы понимаете, насколько эта дорога и вся портовая инфраструктура полностью поменяет
мировые грузопотоки. Строительство порта подтянет за собой остальные инфраструктурные проекты. В них будет вовлечено множество как малых, так и средних предприятий. Все это в комплексе обеспечит активный товарооборот через республику. Однако для этого, помимо порта и ЖД, необходимо наладить автомобильное сообщение. Реконструкция участков дороги Сыктывкар, Ухта, Печора, Усинск, Нарьян-Мар, к слову, тоже есть в указе президента. Мы понимаем, что в настоящее время отсутствует транспортная доступность со стороны берега. И поэтому на первых этапах создания нового порта все подготовительные, строительные, монтажные работы будут осуществляться с доступом со стороны моря. Идея интеграции нескольких крупных инфраструктурных проектов с горно-рудной, транспортной и портовой инфраструктурой была впервые представлена на площадке Государственного совета Республики Коми в октябре 2021 года. Новый мегапроект должен дать нашему региону своеобразный импульс, который ускорит процесс диверсификации экономики и комплексное социально-экономическое развитие арктических территорий. Создание национального горно-промышленного кластера с транспортной, энергетической, информационной инфраструктурой является стратегической задачей для республики. Это позволяет начинать новые и развивать уже действующие проекты в интересах социально-экономического развития Республики Коми и арктической зоны Российской Федерации. Дорога Сосногорск-Индиго откроет для нашего региона и соседнего Ненецкого автономного округа широкие перспективы для инвестиций в строительство новой инфраструктуры и реализации крупных проектов в сфере недропользования и лесной промышленности. Национальный горно-промышленный кластер сделает Коми титановой столицей мира. Звучит глобально и многообещающе для развития республики. Для того, чтобы реализовать задуманное на практике, нужны годы плодотворной работы всех участников процесса. И вместе с тем, все реально, говорят эксперты. Качественные изменения жители республики должны почувствовать на себе уже в ближайшее время. За шестизначными цифрами и сложными решениями стоят вполне понятные каждому финансовые вливания, развитие технологий, совершенствование имеющейся и строительство новой инфраструктуры, а также тысячи новых рабочих мест.